Крымское ханство было образовано в 1441 году, когда на престоле утвердился Хаджи Девлет-Гирей. Однако тогда оно еще не было таким сильным, как его соседи. Разумеется, появление нового государства было замечено и друзьями, и врагами. И это их совсем не радовало. Они видели в Крымском ханстве соперника на территориальное господство. И, как показывает история, не зря. Сегодня мы увидим, как маленькое ханство будет пробиваться к вершинам своего могущества. Первый крымский хан Хаджи Девлет-Гирей направил все свои усилия на достижение независимости от Золотой Орды. Его мудрая политика, направленная на дипломатическое признание молодого государства, дала свои плоды. Крымское ханство в скором времени наладило союзнические отношения с Великим княжеством Литовским, Королевством Польским и Московским княжеством, а также дружественные отношения с Отоманской Портой, современной Турцией. Параллельно хан решил и главную проблему Крымского ханства. Он одержал победу над Великой Золотой Ордой. Сначала, в 1452 году, Хаджи Девлет-Гирей, разгромив войско Сеид Ахмеда, стал правителем западного крыла ордынских земель, к которому относились Крым, Кубань и Кыпчакская степь. А потом победил Махмуда, который правил восточным крылом, от Дна до Урала. Эта победа стала вершиной достижений Хаджи Девлет-Гирея и всего Крымского ханства. Однако хан не успел воспользоваться плодами своих побед. В 1466 году он скончался. В народе его прозвали Мелек, то есть ангел. Хаджи Девлет-Гирею удалось утвердить в стране порядок и спокойствие на все 25 лет своего правления и стать моральным авторитетом для своего народа. Почти 40-летний период мирного и успешного развития ханства закончился со смертью основателя династии Гиреев. Хаджи Гирей оставил после себя 8 сыновей. Однако самый старший умер еще при жизни отца. И наследником престола оказался второй по старшинству брат Нур-Девлет, которого беи и избрали ханом. Однако в самом начале своего правления новый правитель совершил множество ошибок, одной из которых перечеркнул главное достижение своего отца. Он снова вернул Крым в подчинение Ордынского престола. В скором времени в борьбу за престол вступил младший сын Хаджи Гирея Мингли. Он, несомненно, был самой яркой и талантливой личностью среди всех своих братьев. Юные годы он провел в генуэзской Кафе, где изучал философию, иностранные языки, музыку, медицину и много-много всего другого. Мингли, которому шел тогда 22-й год, не имел права внеочередного наследования престола, и поэтому он не был поддержан беями. Однако в 1466 году ему все-таки удалось занять столицу, но он в скором времени был выгнан своим братом Нур-Девлетом. Тогда Мингли отправился за поддержкой в Кафу, к генуэзцам. Пообещав им выгодные условия в обмен на поддержку его притязаний на престол, Мингли Гирей также пытался заручиться и поддержкой беев. И тут ему на руку сыграла неумелая проордынская политика его старшего брата, которая шла вразрез с желаниями крымско-татарской знати. Объединив силу генуэзцев и влияние беев, Мингли Гирей добился своего. Старейшины крымских родов постановили, что старший брат не способен к правлению, и обязали его уступить престол младшему брату. Так и случилось. В 1468 году Мингли Гирей был возведен на престол в Кафе. Вскоре он занял и столицу Крымского ханства Кыркер, что недалеко от Бахчисарая. Новопровозглашенный хан выполнил все условия своих союзников. Можно смело утверждать, что начальный период правления Мингли Гирея сложился удачно. Соперники были сокрушены, а союзники могли обеспечить и войском, и золотом. Однако Нур-Девлет не собирался сдаваться и искал пути возвращения на престол. Единственный, кто мог внушать хану опасения, был османский султан. Мехмед II продолжал свое победоносное шествие по Балканам. И, разумеется, побережье Черного моря было привлекательной перспективой. Но она приводила в ужас Кафу и Готию, наслышанных о печальной судьбе завоеванных турками балканских государств.
И если Хаджи Гирей предпочитал поддерживать в них этот страх с выгодой для себя, то Мингли Гирей не скрывал своей тревоги по поводу намерений османов. Поэтому он заключил союз о взаимопомощи с Кафой, к которому присоединилась и Готия. Это и подтолкнуло хана заключить союз о взаимопомощи с Кафой, к которому присоединилась и Готия. Нужда в этом союзе подтвердилась летом 1469 года, когда к Кафе подошли галеры Якуббея. Османы сожгли несколько прибрежных поселений и взяли в плен много кафинских жителей. Мингли Гирей отреагировал на это и направил Мехмеду II письмо, в котором твердо настаивал на возвращении пленников. Эминек, глава рода Шаринов, который занимал ключевую позицию в администрации Кафы и Салдаи, стал требовать у хана новых уступок. Хан, поскольку зависел от его поддержки, пытался удовлетворить его просьбы. Однако до поры до времени, до тех пор, пока Эминек не перешагнул черту. Однажды он потребовал, чтобы хан отдал ему в жены свою мать, вдову Хаджи Гирея. Мингли Гирей ответил, что он скорее лишится власти или даже самой жизни, нежели позволит, чтобы его мать была выдана замуж за собственного подданного. Однако и это не остановило Эминека. Он начал давить на генуэзцев, чтобы те все-таки добились у хана разрешения на брак. По его замыслу, они должны были пригрозить хану, что выпустят на свободу его старшего брата, Нур-Девлета, который с 1469 года находился в плену у генуэзцев. Услышав отказ, Эминек перекрыл пути, по которым в город доставлялось зерно. Осенью 1474 года Мингли Гирей прибыл в Кафу и встретился с Эминеком. Однако теперь совсем по другому поводу. Еще один претендент на роль главы ширинов, сын Мамака Шейдак, проиграв противостояние Эминеку, отправился в Сарай искать поддержки ордынских ханов. И, конечно же, они пошли ему навстречу, ведь это был отличный повод вернуть контроль над Крымским полуостровом. Эта угроза вынудила объединить усилия хана и Эминека. Но хитрый Эминек на этом не остановился. Он начал тайные переговоры с турецким султаном. Мингли Гирей был в ловушке. Однако он унаследовал от отца и ум, и сообразительность. Хан ответил хитростью на хитрость. Он издал указ, которым освободил Эминека от занимаемого бейского поста и пригласил на освободившийся пост Шейдака. Конечно, изначально это была лишь уловка. Однако в 1475 году ему пришлось выполнить все условия, поскольку подкупленные кафские чиновники угрожали ему свободой его брата Нур-Девлета. Выбрав из двух зол меньшее, Мингли Гирей выписал ярлык на имя Шейдака. Но это событие возмутило крымско-татарскую аристократию. Мало того, что он не выполнил условия, но он нарушил обычай. И в 1475 году, в марте, на собрании знати в Кыркьере, хан был низложен. Изгнанный из Крыма Эминек был возмущен такой несправедливостью. Он обратился к стамбульскому султану с просьбой выступить войной на Кафу, в обмен обещая помочь в захвате генуэзских колоний. После свержения хана Эминек вернулся с Кавказа в Крым, где на престол возвели Айдера, брата Мингли Гирая, с которым он был в прекрасных отношениях. Для Шейдака наступила черная полоса. Спасаясь от соперника, он спрятался у своих покровителей в Кафе. Там же находился и Мингли Гирай. Ширины привели войска к стенам города и начали его осаду. Мингли Гирай обратился с воззванием к восставшим, но никто не хотел обращать внимание на слова свергнутого правителя. Мехмед II, турецкий султан, давно наблюдал за развитием событий на Крымском полуострове. Ему бы не составило труда покорить Кафу и Готию еще 20 лет назад, но тогда на защите этих крошечных государств стоял крымский хан. Теперь же ситуация в корне изменилась. Мало того, что крымский хан сошел с политической арены, так еще первые лица государства сами звали турецкого султана в Крым и обещали ему полное повиновение. Мехмед II, конечно же, воспользовался их приглашением, ведь поставить себе на службу крымцев было в его интересах. В эти годы он готовил большой завоевательный поход на Молдову, и ее правитель, князь Штефан, оказался опасным соперником. Мехмед II нуждался в поддержке крымско-татарских войск. Они ему были нужны для того, чтобы нанести удар по Штефану с двух сторон.
Поэтому султан отложил свои планы и приказал готовить армию к походу на Крым, а сам выдвинулся ближе к Дунаю, к молдавским границам.